Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». В студии Елизавета Хмелева. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев провел сегодня совещание в режиме видеоконференции с руководителями регионов. Обсуждался вопрос готовности к отопительному сезону. Чтобы зима не застала врасплох, предполагается, что коммунальные службы, едва завершив один отопительный сезон, начинают готовиться к следующему. Вы знаете, как у нас всегда начинается отопительный сезон. У нас, во-первых, он длинный. В большинстве регионов, на самом деле, он длится почти полгода. И очень часто проходит с проблемами, к сожалению. Поэтому от слаженности и оперативности действий всех коммунальных служб, инфраструктурных компаний зависит качество жизни практически всего населения нашей страны. В целом на ремонт системы оборудования, строительство и реконструкцию сетей предприятий отопительного комплекса, создание запасов резервного топлива в России в этом году выделено свыше 200 миллиардов рублей. По словам премьера российского правительства, средства эти освоены на 70%. Готовность к подаче тепла Дмитрий Медведев оценил как удовлетворительную, отметив, что проблемы есть только в отдельных муниципалитетах. Другой вопрос – неплатежи за потребленные ресурсы. Что настораживает? Настораживает то, что почти на 17% выросла задолженность предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Это плохо. Эта задолженность составляет около 100 миллиардов рублей. Нужно регионам вместе с органами местного самоуправления, правоохранительными органами навести здесь порядок, принять меры по ликвидации задолженности. В Чувашии общая задолженность муниципальных образований и организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы сократилась на 40%. Значительная сумма просроченной задолженности сохраняется за администрациями Козловского, Марпасадского, Урмарского, Цивильского районов, городов Алатырь и Шумерля. Из управляющих компаний самая большая задолженность у НАВЭКа. В остальном подготовка к отопительному сезону идет по графику. Сети, оборудование к работе в осенне-зимний период практически готовы. Резервное топливо приобретено в необходимом количестве. Сегодня глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подписал постановление о начале отопительного сезона. Согласно документу, завтра тепло начнет подаваться в учреждения здравоохранения. С 1 октября в учреждения образования. В жилые дома и общественные здания тепло придет после того, как в течение 5 дней установится среднесуточная температура воздуха плюс 8 градусов и ниже. Универсальную электронную карточку уже со следующего года начнут получать жители республики. С помощью нового документа граждане смогут воспользоваться массой услуг. К примеру, оплатить коммунальные счета, билеты, связь, расплатиться за покупки в магазине или за проезд в транспорте. Сегодня об этом говорили на заседании правительства, где рассматривали законопроект об универсальной электронной карте. Заседание Кабинета министров Ольга Григорьева. Это заседание предварило выступление главы региона. Анализируя статистику за 8 месяцев этого года, Михаил Игнатьев говорил о ситуации в экономике не без удовольствия. Главные прогнозы оправдываются. Основные показатели, по которым судят об экономическом самочувствии, на хорошем уровне. Если взять среднемесячный уровень заработной платы, она у нас увеличилась на 17,4%. Это третье место среди регионов Приволжского федерального округа. Реальная заработная плата на 13,7%. Третье место. Удержать темпы роста заработной платы до конца года. Почему я так говорю? Это ключевая задача. Это главная такая наша работа. Ибо среди регионов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы мы отставали, но еще отстаем. Республика сохраняет лидерство по росту промышленного производства – почти 115%, по России – 103%. Выросло производство мяса, молока и яиц. Лучше, чем в среднем по России, показатель по объему работ в строительстве – около 106% против 103%. Но это вовсе не значит, что нерешенных проблем нет. Остается дефицит жилья – 75 тысяч человек в очереди. Огромная цифра, прокомментировал Михаил Игнатьев. Квадратные метры по-прежнему дороги, а средняя цена в регионе должна быть дешевле минимум на 20%. Решить эти проблемы правительство намеревается за счет участия в новом федеральном проекте строительства малоэтажного малобюджетного жилья. Давайте окажем и дадим дополнительные меры стимулирования для того, чтобы эта программа у нас на территории республики начала работать в 2013 году. В следующем же году должен заработать другой проект
об универсальной электронной карте. Она похожа на банковскую. Этот новый документ включает в себя множество других: удостоверение личности, полис обязательного медстрахования, пенсионное свидетельство, платежную банковскую карту. С ее помощью можно будет получить доступ к госуслугам и не только, оплатить их. К примеру, воспользоваться универсальной электронной картой можно, рассчитываясь за коммунальные счета или покупки в магазинах, связь, билеты. Со временем перечень этот может пополниться, а вот получать карты жители республики будут бесплатно. Выдается гражданам Российской Федерации, достигшим 14 лет с 1 января 2013 года. На основании заявления остальным гражданам Российской Федерации, не написавшим заявление на получение или отказа, с 1 января 2014 года. То есть получается, что 2013 год он будет такой пробный, а с 2014 года универсальная электронная карта должна стать обязательной для получения. Одними из первых в стране универсальную электронную карту получили москвичи. Именно Москва, вместе с ней еще и Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край и Астраханская область стали пилотными площадками для реализации проекта. Еще в нескольких регионах уже приняты законопроекты, и к ним в ближайшее время может присоединиться Чувашия. Кабинет министров одобрил документ и направил в Госсовет. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. 4 медучреждения в республике сольют в одно. Касается это городской станции скорой медицинской помощи в Чебоксарах, а также аналогичных станций в Алатыре, Канаше и Шумерле. Сегодня об этом заявила министр здравоохранения и социального развития республики Алла Самойлова. На базе 4 медучреждений появится республиканская станция скорой медицинской помощи с единой системой управления транспортом, материально-технической базой. Таким образом, по мнению главы министерства, легче консолидировать финансовые средства и более эффективно использовать республиканское имущество. Кроме того, объединение позволит оптимизировать маршруты бригады скорой помощи независимо от административно-территориального деления. Сегодня в республике началась активная фаза командно-штабных учений по гражданской обороне. С самого утра экстренные службы предотвращали условный выброс хлора на заводе «Химпром». Масштабная тренировка прошла и в Канаше. По легенде, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Не менее жарко было и в Чебоксарах. Спасатели, пожарные, медики и полицейские по тревоге съехались к жилому многоквартирному дому. По задумке, здесь на одном из этажей произошел взрыв бытового газа. На ликвидации этого происшествия побывал мой коллега Дмитрий Ковалев. Режиссеры остросюжетных фильмов могли бы позавидовать размаху этих учений. Сценарий продуман до мелочей, роли уготованы для всех оперативных групп. После тревожного звонка одними из первых на место условного ЧП прибывают отряды аварийно-газовой службы. Они оцепляют двор и проверяют, насколько опасна утечка. Загазованность более 1%. Это критическая норма. Начинается эвакуация жильцов. Но ситуация выходит из-под контроля. По легенде учений, после сильного взрыва половина жилого дома превращается в руины. Под обломками люди. Разворачивается операция по их поиску. Первыми в разрушенный подъезд проникают отряды газодомозащитной службы. По задумке, все помещения окутаны едким смогом. Пострадавших эвакуируют в специальных масках. Этим молодым людям повезло, их травмы не представляют опасности для жизни. Вывихи, переломы конечностей. Первую медицинскую помощь им оказывают уже на месте. Асептическую повязку наложим. Следующий экзамен выдерживают поисково-спасательные отряды. Поступает информация, что под условными обломками жилого дома все еще остались люди. Добраться к ним сложно, приходится использовать гидравлические инструменты. В нашей группе было поручено найти пострадавших. Мы нашли 3 пострадавших, вывели их из здания. Легко раненые, без носилок, просто сопровождение спасателей. Мы приступили к эвакуации, к поиску эвакуации пострадавших после того, как пожарные затушили пожар. После взрыва из ближайшей школы эвакуируют всех детей и педагогов. Именно здесь располагается оперативный штаб. Дом получил серьезные повреждения. Возвращаться сюда опасно. Его жильцов на время расселяют в школьный спортзал. Организаторы учения отмечают, что прежде всего они оценивают, как со своими обязанностями в случае ЧП справляются органы власти. Тут надо прекрасно понимать, что силы и средства, которые отрабатывают свою часть, они отрабатывают часть повседневной жизни. А основной из элементов, которые необходимо рассмотреть вот именно на таких видах учений, это организация именно работы руководства органов управления, муниципалитета в первую очередь. То есть на сегодняшний момент все ли вопросы они рассматривают, своевременность рассмотрения данных вопросов и, конечно же, качество.
Подобные ЧП не редкость для городских условий, поэтому учения по их ликвидации проходят постоянно. То, что демонстрируют на тренировках оперативные группы, часть их повседневной работы. Главное, чтобы и на реальной техногенной аварии они действовали как на экзамене, отмечают специалисты Приволжского центра. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность очередной торговой точки, где реализовывался контрафактный алкоголь. В этот раз спиртное уходило из-под прилавка в магазине, специализирующемся на автомобильных маслах и аккумуляторах. Вывеска магазина на базовом проезде в Чебоксарах информировала водителей о том, что здесь можно приобрести автомобильное масло и аккумуляторы. Но сюда нередко захаживали и любители другого горючего. В ходе проведения мероприятий и проверки информации было установлено, что в магазине осуществлялась реализация алкогольной продукции различных наименований, без соответствующих документов, без информации на русском языке, без акцизных марок. Работники торговой точки явно не ожидали визита полицейских и не смогли внятно объяснить, для чего им столько спиртного. Правильно? Я продал, за 200 рублей, да. Я продал, да? Не продавали, что ли? Хотите сказать, не продавали? Я ничего не хочу сказать. Стражи порядка установили, что здесь можно было приобрести такие крепкие напитки, как водку, виски, текилу или джин, в 5-6 раз дешевле их реальной стоимости. Вот только что за жидкость находилась в этих бутылках и насколько она опасна, предстоит установить экспертам. В ходе разбирательства вся алкогольная продукция в количестве 43 коробок изъята на общую сумму около 600 тысяч рублей. И в данный момент проводится административное расследование. По итогам заключения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной либо уголовной ответственности. Уже много лет в последнее воскресенье сентября по предложению Всемирной организации здравоохранения отмечают День здорового сердца. В этот день Республиканский кардиологический диспансер организует множество профилактических акций и мероприятий. В этом же году решено провести профилактические занятия для всех желающих сохранить работоспособность сердечно-сосудистой системы. Прогулка с врачом станет еще одним шагом к здоровой и активной жизни. Болезни сердца по-прежнему остаются главной напастью человечества и занимают первое место среди причин смертности и инвалидности трудоспособного населения нашей страны. Но в Чувашской республике, по последним данным, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний заметно снизилась. Это во многом объясняется профилактикой заболеваний, ведь если поймать болезнь вовремя, она не успеет нанести слишком большой ущерб. Смысл проведения Дня здорового сердца в том, чтобы донести до общественности, до лиц, для людей, которые сегодня еще не страдают заболеваниями сердца, о том, донести информацию о том, что есть сердце, которое страдает, которое любит, которое переживает. О нем надо думать и заботиться тогда, когда еще заболевание не появилось. Для того, чтобы сохранить сердце здоровым, поддержать его, не обязательно прилагать много усилий. Достаточно просто надеть удобную обувь, выйти из дома и с удовольствием прогуляться со своими друзьями и близкими. Как это сделать, покажут врачи-кардиологи в ближайший выходной. Акция «Прогулка с врачом» состоится 29 сентября на Красной площади в 10:30 под руководством министра здравоохранения и социального развития Аллы Самойловой и медицинских работников. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. «Ищу работу» – выражение пусть и не крылатое, но уже твердо вошедшее в нашу жизнь. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет. Им в поддержку программа от службы занятости населения по Чувашской республике. В Чебоксарах в очередной раз прошла ярмарка вакансий для молодых специалистов, которые не смогли устроиться на работу после окончания учебы. Хорошо выпускникам вузов и СУЗов, чьи учебные заведения имеют договоры с предприятиями о последующем трудоустройстве. Еще лучше золотым головам, за которыми охотятся кадровые специалисты. Неплохо обладателям редких профессий. Тем же, кто получил модную нынче специальность экономиста, юриста, менеджера, найти работу не так-то просто. Приходится прибегать к помощи службы занятости. Очередная ярмарка вакансий проводилась специально для выпускников этого года. Правда, в основном предлагались временные рабочие места. Потенциальные работодатели готовы взять специалиста без опыта работы на срок от 1 до 3 месяцев, во время которого у молодого сотрудника есть шанс закрепиться и остаться работать на предприятии дальше. Плюсы очевидны. Есть время обучиться технологиям, привыкнуть к специфике работы, наработать кое-какие профессиональные навыки. Конечно же, имея на руках трудовую книжку и ежемесячную заработную плату. То, что будет предприятие платить заработная плата будет не менее минимальной,
значит, оклада. Ним выше можно, что в основном и это и есть. И плюс, значит, Центр занятости к этой заработной плате оказывает материальную поддержку в размере 1700 рублей. В ярмарке в этом году приняли участие 10 предприятий нашего города, которые рассказали будущим выпускникам об условиях приема и работы. Для молодых бухгалтеров, менеджеров, портных, юристов, поваров и дизайнеров есть вакансии. Данифа Тагерова, Николай Яковлев, Республика. В России прошел День пенсионной грамотности. Таким образом, Пенсионный фонд страны старается привлечь внимание будущих пенсионеров к вопросам обеспеченной старости. Чувашское отделение фонда в этот день провело для старшеклассников урок пенсионной грамотности. Чем раньше человек задумается о будущей пенсии, тем лучше. Чтобы в будущем не испытывать трудностей, кое-какие заповеди надо усвоить уже сейчас. Первое. Надо нарабатывать большой стаж и трудиться там, где платят белую зарплату, а не в конвертах. Второе. Грамотно управлять накопительной частью своей будущей пенсии, выбирая управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды. Третье. Участвовать в программе государственного софинансирования пенсий. И, наконец, четвертое. Увеличивать накопительную часть пенсии, инвестируя свои сбережения при помощи негосударственных пенсионных фондов. И очень важно, что второй год Пенсионный фонд издает учебное пособие «Все о будущей пенсии», «Пенсии для жизни». В целом, очень кратко, на доступном языке в этом учебном пособии изложено, в общем-то, азы пенсионной системы. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Закрепить информацию ученики лицея смогли во время экскурсии по офису фонда. Попутно сотрудники провели и профориентацию. Вполне возможно, что кто-то из сегодняшних школьников со временем придет работать в пенсионную систему. Грамотные специалисты всегда нужны. Подобные занятия проводятся для всех школьников республики. Из 486 школ, у нас 359 школ, они были, в принципе, охвачены тематическими уроками. Потом было проведено 57 дней открытых дверей. Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы каждый ученик, особенно старшего звена, мог, в принципе, лично поприсутствовать в пенсионном фонде. Факультативные уроки на тему пенсионной грамотности планируется проводить до конца года. На следующий год запланирована Олимпиада по пенсионной тематике, где ученики покажут свои знания. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее в выпуске прогноз погоды, а я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.